Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Продолжается эфир радио Крым Реалии. У микрофона Татьяна Курманова. Я напомню, что вы можете звонить в наши эфиры, задавать свои вопросы, высказывать мнение, набрав номер телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму. Если вы житель материковой части Украины, набирайте 044 490 31 18. Тема дня. Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя продлил на 2 месяца арест 4 фигурантам дела Виджея Кашка. Асан Чепух сообщил, что с 15 сентября намерен объявить голодовку, если его не переведут под домашний арест, либо не окажут квалифицированную медицинскую помощь. Чепух говорит, что в обмен на допуск врача у него требует сотрудничества со следствием. Что будет с фигурантами дела Виджея Кашка? Какого приговора ожидают адвокаты? Согласна ли защита с голодовкой как формой протеста? Какие риски для здоровья подсудимых существуют и как продвигается расследование дела о смерти ветерана крымско-татарского национального движения Виджея Кашка? Вот на эти темы будем говорить в течение ближайших 25 минут. Крым в центре внимания. Итак, напомню, что подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя продлил на 2 месяца арест 4 фигурантам дела Виджея Кашка и Бекир Дигерменджи, Асан Чепух, Казим Аметов и Руслан Турбач останутся в СИЗО до 15 ноября. Я напомню, что крымско-татарские активисты были задержаны в конце ноября прошлого года в Симферополе. Бекира Дигерменджи и Казима Аметова схватили в кафе Мидоборы, который недалеко от Киевского райсуда расположен. Неподалеку был задержан Асан Чепух. И рядом с ним находилась ветеран крымско-татарского национального движения, 83-летняя Виджие Кашкай. Во время задержания ей стало плохо и вызвали скорую, но по дороге в больницу она скончалась. А пресс-служба ФСБ заявила, что против задержанных открыто уголовное дело по части 2 статьи 163 Уголовного кодекса России. Это вымогательство, организованное группой лиц. И по версии следствия, на чем сейчас основывается обвинение, фигуранты дела вымогали якобы крупную сумму денег. Однако сами задержанные утверждают, что обвинения сфабрикованы, и они считают, что их арест политически мотивирован, связан с общественной деятельностью. Все 4 активно помогали соотечественникам, подвергшимся преследованиям со стороны российских спецслужб и силовиков. И также напомню, что Виджие Кашка, которая погибла при задержании, была одной из самых известных участниц крымско-татарского национального движения. С нами на связи дочь арестованного Бекира Дигерменджи Мавиле. Здравствуйте, Мавиле. Доброе утро. Как ваш отец себя чувствует? У него были жалобы в последнее время. Каково состояние его здоровья сейчас? Начну с того, что несмотря на состояние его здоровья, в целом психоэмоциональное состояние у него бодрое. То есть он всегда всем передает большие приветы, он благодарит прежде всего всех тех, кто его поддерживает, кто не забывает о нем. Что касается здоровья, естественно, здоровье у него расшатано, особенно после того, как он бывал в реанимации. Он уже заработал себе, будем так говорить, эту болячку на всю жизнь. Есть лекарственные препараты, без которых он теперь не может обходиться, а эти препараты находятся только в Украине, их покупаешь здесь, когда сдаешь в СИЗО, придираются, говорят, почему вы здесь их не покупаете, а вы сами понимаете, в России качество лекарственных препаратов очень низкое, но при этом всем нам удается передать ему это все. У него очень высокое артериальное давление сейчас, пока вроде тепло, проблем нет с сыростью, но когда уже холодает и приходит сырость, а в камере она действительно есть и очень повышенная эта влажность, то ему становится еще хуже. Вы говорили, что он плохо очень спит, поскольку болит у него спина, и он не может лечь. Сейчас, как обстоит дело, стало ли легче? Ему не стало легче, у него на шее появились большие фурункулы, которые нужно вырезать. Но, то есть, понимаете, в СИЗО, как сказать,
гигиена не очень, да, хорошая. И даже если их вырезать, Бог знает, что будет дальше. Возможно, туда занесут инфекцию, и это продолжится. Ну, то есть он старается как-то это все перетерпеть, какие-то мази мазать. Ну, в целом, естественно, ему очень тяжело. Насколько мы знаем от адвоката, он в большинстве случаев остается в камере один, потому что, ну, он находится в медсанчасти, а там, в принципе, до 3 человек находится в камере. Но зачастую он находится один, и то есть ему еще и так немного сложно. Он у меня человек такой коммуникабельный, социально активный. То есть ему не хватает, конечно, общения. Но, как он передал адвокату, что он изучает российский кодекс. И держится бодро. Держится бодро. А общаетесь ли вы с родственниками Виджие Кашка? Да, у нас есть общение, конечно, они всегда приходят к нам на суды. Ну, как бы поддерживаем связь. А вот мы говорили, что Асан Чапуза сообщил, что намерен объявить голодовку. Вот знаете ли вы подробности, действительно ли вот он готов решиться на этот шаг? Ну, я знаю самого Асана Чапуха, он такой достаточно принципиальный человек, и если он что-то говорит, то есть он это делает. Ну, его на самом деле очень, ну, не только его, вообще, в принципе, всех достало, да, это несправедливость, это грязные обвинения в их сторону. И он видит, что продвижений никаких нет, и он надеется хоть таким образом, да, обратить на себя внимание судьи, следствия, там, неважно. Но, конечно же, и для общественности это тоже, я думаю, должно быть большим показателем. То есть, если человек действительно бы был виновен, он, наверное, бы не шел, да, на такие, как бы, поступки. Я все-таки склоняюсь к тому, что он действительно начнет голодовку, если что-то не изменится. А я почему-то уверена, что ничего не изменится, поэтому... А знаете ли вы, возможно, общаясь с родственниками, вот каково состояние его здоровья, потому что там было много исследований, также он жалуется, естественно, все люди пожилые, вот как он себя чувствует? Конечно, да. Мы общаемся с его женой, да, поддерживаем связь. Через адвокатов мы все, естественно, узнаем. Но у него действительно большие проблемы со здоровьем, у него очень сильно зашкаливает давление, у него постоянно не имеет левая, да, часть тела. То есть у него уже были инсульты, да, но никто на это не обращает внимания. Казим Аметов, вот что известно о нем сейчас, о его состоянии и здоровье, и психоэмоциональном также? Да, Казим Аметов, он находится в обычной камере, так же, как и Руслан Трубач. Казим Аметов в целом, он такой человек, он всегда на позитиве. Он всегда улыбается, он всегда все расценивает, что это испытание, мы его выдержим. Я бы даже сказала, что среди них всех 4 он, наверное, самый бодрый, знаете, самый так оптимистично настроенный, такой настроен на борьбу. Со здоровьем, насколько мне известно, я общаюсь с его дочерью, у него падает зрение, и опять-таки тоже в силу возраста это артериальное давление. Это у них у всех такая проблема. Вот решение суда было ли для вас неожиданным? Я напомню, что продлил Киевский районный суд Симферополя на 2 месяца ареста. Не, оно было вполне ожидаемым. То есть, когда нам адвокат сообщает, что завтра у вас там, к примеру, суд по продлению, мы уже знаем, что в целом будет. Но хочу сделать такую заметочку, да, что когда отпускали моего брата, мы тоже в целом ехали, знаете, на такое вот, что продлят, оставят без изменений. Но его отпустили под домашний арест. Ну, правда, мы прождали это, да, почти 2 года, но все-таки это произошло. Знаете, вера в чудо, наверное, она держит нас. Несмотря на то, что мы знаем, да, что мы поедем, там уже все ожидаемо, и все будет заблаговременно расставлено по местам. Все равно где-то в глубине души, конечно же, мы надеемся. И опять-таки, вы знаете, мы люди достаточно религиозные, да, и мы все-таки верим во Всевышнего, что Всевышний ответит на наши молитвы, да. Молится весь народ, молятся все люди, да, за здоровье, за освобождение всего нашего народа. Ведь не только моя семья, да, пострадала, или Чапуха, Аметова и Трубача. Множество семей пострадало. За всех мы молимся, и я все-таки надеюсь, что в ближайшее время этой несправедливости придет конец. Возможно, я кажусь очень наивной, глупой девушкой, но все-таки, знаете, пройдя столько
остается только это, наверное, потому что вот эта вера в чудо. Мавилет Герменджи на связи с нашей студией. А вот на каком этапе сейчас следствие находится? Понятно, что продлили арест. Опрашивают ли свидетели? Вот немножко про само следствие. Нет, свидетелей не опрашивают. Потерпевший, так называемый, да, канул куда-то в лету, его не видно, не слышно. На все ходатайства, самих фигурантов этого дела, адвокатов, что нужно, чтобы он явился в суд. Так неправильно, это не по закону. Следователь говорит, я не вижу в этом потребности, мы и без него все знаем, он сам к нам пришел, поэтому не стоит его утруждать и приводить сюда. То есть, понимаете, все абсолютно заангажировано. Следователь указывает всегда, что нужно продлить еще на 2 месяца, потому что не все допрошены, не все процессуальные дела закончены. Вы знаете, это просто какой-то повод, я не знаю, продержать. Возможно, они ждут еще какого-то указания, я не знаю. Но вроде следствие завершается. Вроде как уже должны скоро передать в суд. Но я не знаю, я не могу утверждать, потому что они настолько непредсказуемы, что предвидеть невозможно. Спасибо большое. Мавилет Герменджи, дочь арестованного Бекира Дегерменджи, была на связи с нашей студией. Напомню, говорим сегодня о продлении ареста 4 фигурантам дела Виджие Кашка. И с нами на связи Тарас Ибрагимов, журналист. Здравствуйте, Тарас. Здравствуйте. Вот Мавиле отметила, что следствие сейчас на завершающем этапе находится, но вот Юсуф Айтан, собственно, в вымогательстве денег у него обвиняют 4 фигурантов этого дела. Исчез, его не допрашивают. Что вам известно по этому поводу? На самом деле так и есть. Скоро будет уже год, как вот, собственно, возникло это дело в ноябре, я напомню, прошлого года задержали 4 фигурантов этого дела. И действительно, я думаю, что это последнее продление ареста в рамках следствия именно, да, то есть досудебного разбирательства. Потому что и сами адвокаты ранее отмечали, что уже, скорее всего, в ноябре они будут выходить на суд, то есть будут слушать, то есть дело уже будет слушаться в суде, разбираться в судебном порядке. Что касается Юсуфа Айтана, не знаю, откуда такая информация, то есть, мне кажется, человек пока что находится на территории Крыма, потому что, я думаю, что он будет в том числе и допрашиваться и присутствовать в суде, потому что, он один из не фигурантов дела, но, по крайней мере, то есть он ключевая фигура в деле, одна из ключевых фигур в деле. И насколько я знаю, то есть, действительно, очень мало информации об этом человеке, но не так давно Николай Полозов, который ведет свое независимое расследование по этому делу, адвокат, он подавал запрос в Турцию, чтобы оттуда прислали хоть какие-то документы, которые характеризуют личность этого Юсуфа Айтана. Собственно, с ним можно в том числе пообщаться, наверное, узнать, есть ли какой-то ответ в Турции, и, что известно об этом человеке. Да, мы чуть позже свяжемся с Полозовым. Вы были на заседании суда, обвиняемые назвали, решение суда о продлении меры пресечения предсказуемым. А на чем настаивало следствие? Для чего держать 4 немолодых людей, у которых жалобы на состояние здоровья, за решеткой? Да, причины на самом деле все те же. То есть, вы правильно отметили, что фигуранты этого дела назвали решение предсказуемым. Собственно, его предсказуемым может назвать любой человек, который там приходил на эти суды почти год подряд, да, потому что, и те же причины, там следствие еще идет, нужно там допросить, нужно там какие-то документы еще собрать, нужно еще какие-то экспертизы там доделать, то есть там фигуранты могут скрыться из Крыма, там повлиять на свидетелей, то есть как они могут скрыться из Крыма, если это фактически остров,
да, и как они могут повлиять на свидетелей, если они будут под домашним арестом и не будут общаться вообще ни с кем, кроме там своих каких-то самых близких, родных. Ну, то есть, как бы здесь политический мотив, умысел такой, вот умышленность какая-то в этом решении нам прослеживается, ну, как бы абсолютно очевидно. И более того, ну, как бы все 4 фигурантов это не молодые люди, кроме Руслана Трубача, он так вот среднего возраста, да. И у всех проблемы со здоровьем. Асан Чапух в прединсультном состоянии. У него были подозрения, риски на инсульт. То есть, как бы, там была вообще критическая ситуация в свое время. То же самое было у Бекира Тихирменджи. И все равно, как бы, ну, суд не... там была такая фраза, просто Асан Чапух, он объявил о том, что если его не выпустят под домашний арест, не изменят меру пресечения, либо если его не начнут квалифицированно оказывать ему медицинскую помощь в городской больнице, а не в СИЗО, то он с 15 числа, с 15 сентября объявляет голодовку. Вот. Ну, то есть это была вот такая вот его фраза. То есть не знаю, сколько можно это расценивать как действительно вот, Намерение. Ну, то есть, да, намерение, что он будет действовать так. Вот. Но тем не менее. И вот несмотря на эту фразу, несмотря на то, что вот он заявил, что если его не выпустят из 15 числа, он объявит голодовку и все остальные какие-то последствия его здоровья, он так и сказал, вот я цитирую, будут на совести судьи, следствия, прокурора, все равно судья, вынося решение, то есть он там зачитывал минут 5, говорит, что не усмотрел никаких причин, в том числе и медицинских, чтобы отправить фигурантов этого дела под домашний арест. А как защита относится вот на голодовку? Рассматривает ли она, вот как относится к этой к заявлению Чапуха? Кто именно? Защита. А защита? Ну вот, вы знаете, в любом случае, я думаю, защита не в восторге от того, что там, люди в тюрьме объявляют голодовку. Я думаю, что ни Гинзе, ни там Ладин, когда Куку голодал, ни вот Азаматов, когда Асан Чапух там... в том числе, кстати, Асан Чапух, он же не первый раз как бы вот намеревается объявить голодовку. И каждый раз Айдару Азаматову удается его отговорить. И в этот раз он тоже отмечал в комментарии, что он не в восторге от этого решения, потому что это не молодой человек, он действительно очень плохо выглядит. То есть он все время, вот я присутствовал в зале суда, и мне очень плохо было его слышно. То есть там аквариум они находились, но тем не менее, как бы человек просто себе под нос что-то мнит, у него такая очень невнятная, заторможенная немного речь. Вот. И видно, что человек как будто не здесь где-то. Он это вот на своей волне очень плохо выглядит. Спасибо большое. Журналист Тарас Ибрагимов был на связи с нашей студией. Говорим сегодня о деле Виджие Кашка. С нами на связи российский адвокат Николай Полозов. Николай, как продвигается расследование дела? И вот про Айтана. Удалось ли информацию вам добыть? Здравствуйте. Но что касается моего независимого расследования, оно продолжается. К сожалению, все эти процессы происходят не так быстро, как хотелось бы. И все это занимает гораздо дольше времени, чем могло бы занять, допустим, у государственных органов, если бы они по-настоящему хотели расследовать обстоятельства смерти Виджие Кашка. Но прогресс есть. Я пока не могу озвучить новую информацию, потому что у меня есть опасения, что российские власти могут попытаться замести следы, что называется, обладая этой информацией. Что касается Айтана Юсуфа, то на текущий момент пока из Турции мною не получен ответ, я его ожидаю. Помимо этого, я ожидаю медицинскую документацию из госпиталя, где Виджие Кашка проходила лечение за несколько месяцев до своей гибели. Но все это, скажем так, сбор этой информации сейчас обусловлен необходимостью предоставления
экспертам как можно более полной информации, потому что в конечном счете для того, чтобы обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Виджия Кашка, необходимо провести альтернативную судебно-медицинскую экспертизу посмертную, документальную, и для этого нужно предоставить максимум информации тем экспертам, которые будут ее проводить. А вот напомните, а по заключению эксперта, от чего умерла Кашка? Но по заключению той экспертизы, которая имеется у следствия, это атеросклеротическая болезнь сердца. И эксперты не смогли дать четкий ответ на вопрос, имела ли отношение причинно-следственная связь между действиями сотрудников Росгвардии и внезапно ухудшившимся состоянием здоровья Виджия Кашка по одной простой причине. Им неизвестны действия сотрудников Росгвардии, а Росгвардия засекретила любые действия своих сотрудников. Поэтому здесь получается замкнутый круг, когда со стороны российских силовиков, возможно, совершаются какие-то противоправные действия, но какие они отказываются сообщать, потому что понимают, что в конечном счете этим людям придется сесть на скамью подсудимых. А вот Следком вам отказывался предоставлять документы, потом все-таки вам удалось ознакомиться с ними, да? И вот какие основные выводы вы сделали, ознакомившись с этими документами? Ну, основные выводы заключаются в том, что, несмотря на усилия следователя Следственного комитета, действия силовиков, которые производились в результате спецоперации при задержании Виджия Кашка, при задержании Аметова, Дидерменджи, Трубача и Чепуха, они неизвестны. Вот, поэтому по косвенным данным, по косвенным признакам я пытаюсь восстановить непосредственную картину. Главный вопрос, применяли ли моральное и физическое давление по отношению к Виджия Кашка все российские И были ли следы, на теле Виджия, вот тоже этот момент? Значит, что касается следов, то у нее сломаны 3 ребра с левой стороны, но экспертиза говорит, что это результат реанимационных мероприятий, когда ей делали искусственное дыхание. В принципе, она очень хрупкой женщиной была, и сломать ребра было совсем не проблема. Но на теле есть иные повреждения, которые не уписываются, не укладываются в эту картину, не описываются, скажем так, экспертами. И вот здесь совершенно возникают другие обстоятельства, но более подробно я пока, к сожалению, не могу об этом рассказать. Понятное дело, что обвинение говорит, что никакой политической подоплеки нет. Естественно, обвиняют только в вымогательстве. Вот что позволяет говорить о том, что все-таки здесь есть политический подтекст? Ну, безусловно, присутствует политический подтекст, потому что даже в постановлении о привлечении в качестве обвиняемых в отношении всех фигурантов написано, что они являются участниками запрещенной экстремистской организации Меджлис. То есть это уже указывает на, если следователь МВД пишет об этом прямым текстом, это указывает явно на политический подтекст. Хотя непосредственно к Меджлису они никакого отношения не имеют. Всех членов Меджлиса поименно мы все знаем, 33 человека, и фигурантов этого дела там нет. Другой вопрос, что они являлись активными участниками национального движения, они являлись активистами, неоднократно приходили и поддерживали у судов своих соотечественников, в том числе приходили на суд к Ахтему Чайгозу, приезжали в Москву на марш памяти Бориса Немцова и с крымско-татарскими флагами шли по Москве. Естественно, такая активность не могла остаться незамеченной. Я думаю, что именно выбор указанных людей в качестве жертв со стороны российских силовиков не случайен. И вся эта спецоперация, она, конечно, была направлена на то, чтобы максимально дискредитировать участников национального движения и лично Виджия Кашка. А наш слушатель Ремзи Алиев под трансляцией в соцсетях пишет: «Я не совсем понял, что необходимо, чтобы подготовить альтернативную экспертизу». Вот уточните еще раз, давайте напомним. Необходимо собрать сведения о состоянии здоровья Виджия Кашка. Необходимо собрать сведения о том, какие именно действия силовики производили в момент задержания. Вот. И с этим очень большая проблема, потому что мало кто это видел. Все видеозаписи обстоятельств были изъяты.
И здесь буквально по крупицам приходится собирать информацию, но она есть, и она очень ценная. А сами активисты, да, вот информацию, которую они дают, она не может использоваться в деле, поскольку они обвиняемы? Нет, в деле о смерти Виджия Кашка эта информация присутствует, есть допрос ряда фигурантов, но вопросы поставлены таким образом, что на те, скажем так, моменты, на которые необходимо обращать внимание, они просто не озвучиваются там. То есть следователь специально допрашивает таким образом человека, чтобы он не мог рассказать как можно больше. Поэтому здесь важно понимать, что вне зависимости от того, кто расследует, МВД, значит, дело о вымогательстве или Следственный комитет, дело о смерти, все это управляется из одних и тех же кабинетов, все это координируется, и все это делается максимально для того, чтобы затруднить вот это вот поиск истины. Ну, простой пример. Те сотрудники Росгвардии, которые осуществляли задержание в тот момент, двое из них, как минимум, были бывшие сотрудники Беркута, которые известны своим отношением, в принципе, к крымским татарам. Да, и если уж говорить о мотиве, я допускаю, что это было не целенаправленное убийство Виджия Кашка, а, безусловно, превышение должностных полномочий, которое по случайности трагической повлекло ее гибель. Спасибо большое. Российский адвокат Николай Полозов был на связи с нашей студией. Напомню, говорили сегодня о деле Виджия Кашка. И накануне Киевский райсуд Симферополя подконтрольной России продлил на 2 месяца арест 4 фигурантам дела. И вот Асан Чепух сообщил, что намерен объявить голодовку. В эфире радио Крым Реалии. Оставайтесь с нами.